Байтурсын Умарбеков, председатель правления Союза художников Республики Казахстан, профессор Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, заслуженный деятель Республики Казахстан. Байтурсын Ежанович – один из первых выпускников Казахского педагогического института имени Абая. После окончания он остается в нем преподавать, а через короткое время становится деканом художественно-графического факультета. Его преподавательская деятельность затем была продолжена в Алма-Атинском театрально-художественном институте. В течение 13 лет Байтурсын Ежанович был директором Государственного музея искусств имени Костеева. Уже 2 года он руководит Союзом художников Казахстана. Занимая важные должности, Байтурсын Ежанович всегда переживает за то, что он делает. Поэтому ему удается поддерживать и развивать важные художественные институты нашей страны. Байтурсын Ежанович, вот уже почти 2 года, как вы находитесь на посту секретаря Союза художников. Вот за эти 2 года что было сделано? Потому что я знаю, что хозяйство вам досталось, не самое лучшее. Союз художников, поскольку это общественная организация, вы сами знаете, нет у нас каких-то постоянных финансовых источников, все это надо добывать, искать и так далее. Но, тем не менее, вот мы 2009 год начали с большого форума художников Казахстана. Этот форум включал в себя несколько мероприятий. Во-первых, это была большая выставка, смотр Эта выставка, с такой целью мы его организовали, чтобы как-то посмотреть, что наши художники делают, в каком направлении мы двигаемся. И в то же время организовать мастер-классы, пообщаться с молодыми художниками, со студентами, учащимися, которые вот у нас сегодня готовят себя к этой профессии художника. И третье мероприятие у нас было, это научная конференция, которая длилась у нас 3 дня. Вот на этой конференции мы собрали самые силы, научные, искусствоведческие силы Казахстана, которые могли бы точно, объективно сказать уровень, состояние нашего искусства изобразительного, прикладного. Вот. И с тем, чтобы как-то принять какое-то конкретное предложение к нашим самим же художникам, нашим членам Союза, государственным органам, которые занимаются культурой и искусством. Результаты смотра, они какими оказались? Обнадеживающими? Результаты, слава богу, конечно, неплохие, но, тем не менее, мы обнаружили, что, в общем-то, определенная часть нашего искусства, виды какие-то искусства, они в застое, они не развиваются. Вот об этом как раз мы говорили, и об этом даже мы написали потом в резолюции нашей конференции, просили Министерство культуры, просили Министерство образования, чтобы они имели общение с нами, с общественностью, с художниками, специалистами в этой области, и пересмотреть какие-то программы, подходы к подготовке кадров. Долгие годы, в течение, пожалуй, последних 20-летия художники так вместе не собирались, чтобы обсудить о проблемах в контексте осмысления этнокультурных традиций, в контексте общемировых художественных процессов. И поэтому под руководством Байтурсына Ежановича мы смогли реализовать и намерены дальше продолжать реализовывать очень большие проекты. Он полностью соответствует тому, что он есть. И на должности декана, и на должности проректора по учебной работе в КАЗНАИ имени Жургенова, и уже будучи председателем Союза художников, я считаю, что это хороший человек. Это человек, который своей целью поставил помочь Союзу художников, помочь художникам. Он многое пытается сделать. Но вы сами знаете, то кризис, то еще какие-то проблемы возникают, то здание отберут, то еще. Он очень переживает по этому поводу. Мы меньше общаемся сейчас. Я хорошо знаю всю его семью, сыновей, и очень хорошо помню его маму. Она по-русски не разговаривала,
Но мне достаточно было несколько слов вот по телефону спросить, где Байтурсун. Она мне отвечала: «Жумис», значит, на работе. И я думаю, что вот такие какие-то тонкие отношения, они остаются на всю жизнь. Но Союз художников – это общественная организация, она не обладает собственными какими-то ресурсами, я имею в виду материальными ресурсами. Ну, в советское время Союз художников – это была мощная организация, да, которая помогала художникам. Сейчас на что существует? Союз существует на… Энтузиазме. Конечно, больше всего на энтузиазме и на те средства, которые поступают от аренды, которые сегодня у нас осталось от тех хороших времен. Мы сдаем в аренду свои помещения вот на эти деньги, ну и мизерное количество взносов, которые платят наши художники. Вот на эти вот деньги существует сама организация. Татьяна Александрович, а можно сказать, что Союз как институция, ну, он себя изжил, что он не может сейчас ничего сделать? Казалось бы, на первый взгляд, зачем этот союз, если он не дает ничего, материальный благ он не предоставляет художникам. Вот. Но мне кажется, все-таки вот Союз художников организовался еще на заре нашего государственности, еще в 1935 году. Вот. И имеет очень большой жизненный путь, историю и какие-то наработки, которые дают в какой-то степени, мне кажется, развитие культуры в целом этой республики. Вот в этой связи, в этой связи, я думаю, что Союз должен существовать. Значит, вы верите в Союз, а в то же время художники верят в вас, потому что большинством голосов вы были выбраны на эту должность. Как вы думаете, вот эта вера в вас как руководителя, может быть, связана она с тем, что вы долгое время были деканом факультета, художественно-графического факультета педагогического института, и многие художники, они просто помнят вас как молодого, но очень деятельного, очень справедливого и честного декана? В этой сфере я долго работаю, и ну, какие-то, наверное, мои действия, моя работа влияет на какое-то вот доверие коллектива, там, людей. Но я думаю, что моя вера в Союз художников меня как раз и стимулирует что-то вот в этом направлении делать. Поэтому я думаю, сейчас Союз должен быть как бы связующим звеном между государственными структурами и художниками, другими партнерами, общественностью. Союз художников должен защищать интересы личности художников. Союз художников должен в какой-то мере помогать вообще осуществлению творческих возможностей талантливых людей, особенно молодых художников. Вот в этом направлении как раз мы очень сейчас долго думаем, крепко об этом иногда говорим, между собой обсуждаем. Вот. С этой целью мы вот в прошлом году, в 2010 году организовали пленэр, арт-симпозиум, и наши художники со всех областей собрались в Алмате. Вот, и мы пригласили еще вот из дальнего, ближнего зарубежья художников. Они общались, вместе работали. Я думаю, что все-таки это дает хорошие результаты. Большая часть вашей жизни посвящена педагогической деятельности. Вот как вы считаете, это умение руководить, управлять искусством, да? Можно так сказать? Вы долгое время были директором музея государственного. Когда она у вас появилась? То есть где вы этому учились? Ну, у меня все это началось с того момента, когда я заканчивал институт, и меня оставили на кафедре преподавателя. Да, художественно-графический факультет. Я один из первых, кто заканчивал вот это вот учебное заведение. Педагогическая деятельность, она, с одной стороны, сложная и ну, заставляет человека постоянно работать над собой. Вот это, наверное, помогло мне как-то вот
пополнять свои знания, общаться с людьми, изучать вот наш вот контингент художников. Вот. И с другой стороны, она заставляет как бы заниматься самообразованием. Вот. Просто так прийти в аудиторию и стоять возле студента – это невозможно. Вот. Они всегда ждут от тебя что-то новое, что-то хорошее, приятное и вообще полезное. Поэтому каждый раз к студентам надо приходить подготовленным. А вы же по возрасту очень близки были к своим студентам. У вас не возникало каких-то трений с ними? Вот, слава богу, мне как-то это все обходилось стороной. Мне было всегда почему-то очень комфортно со студентами. И они меня как-то воспринимали очень хорошо, поэтому, наверное, вот, это помогало. Особенно были вот тяжелые годы педагогической деятельности, это вот в Театрально-художественном институте. В Театрально-художественный институт Байтурсун Ежанович был приглашен в 1978 году, когда вуз только формировался. В течение 13 лет он был проректором по учебной и научной работе. Вы проработали 13 лет в Академии искусств. Да. И я знаю, что в 1986 году вы самостоятельно сами подали заявление об уходе. С чем это было связано? 1986 год, это вы все прекрасно знаете о событиях, которые происходило. Это не событие, наверное, скорее всего, наверное, это один из форм национально-освободительного движения, будем говорить так, да? Вот. И тогда наши студенты Театрально-художественного института, они были организаторами, они писали лозунги, вот, они выходили на площадь. И это было замечено, это было очень серьезно, об этом в свое время говорили. После этих событий начались повальные репрессии, проверки, допросы. Весной 1987 года уже меня приглашает вот это вот сейчас гостиница «Алмата». Тогда там поселились многие люди из органов. И туда меня один полковник приглашает, и меня со мной беседует. Сначала очень мягко, потом очень серьезно. Говорит: вы коммунист, вы, значит, долго работаете проректором. Вы должны на какие-то люди нам сказать, что за люди. Вот они, говорят, вы должны дать конкретные показания. Вот я говорю: какие показания могут быть? Это, говорю, честные люди, работающие вот в своей профессии. Я говорю: Толпанов – это народный артист Казахстана, это ученик Сахновского. Вот. Как я могу такого человека? Он, говорю, очень преданный, очень наш первый профессор. Нет, говорит, это мы вам, вы, говорит, давайте в кабинет их по одному созывайте, мы вам поставим диктофон и зададите вопросы вот об этих вот событиях. И они должны сказать, мы должны записать. Ну, я, естественно, категорически отказался от этого. Для меня показалось это прямое предательство. И вызвал меня министр, сказал: единственное, что я могу сделать, вы, говорит, напишите по собственному желанию. Он написал заявление по собственному желанию. И оказался свободным. Но мне вот эти годы свободы, 2 года я ходил просто преподавателем, это было прекрасное время, я окунулся в творчество. Я написал несколько картин, я ходил на этюды, я читал, я писал. Это было замечательно. После этого непродолжительного перерыва Байтурсун Ежанович был назначен директором самого крупного республиканского музея. Он сумел переориентировать музей, сделать его более открытым и интересным зрителю. В музее это вот мои самые лучшие годы, наверное, моей деятельности. Мне кажется, потому что я там какие-то свои планы, мне кажется, реализовал. В пользу опять искусства. Ну, музей, знаете, ассоциируется с таким понятием у большинства людей, что недаром есть понятие «музейная пыль», да? Что это нечто такое устоявшееся, очень архаичное. То есть это склад на самом деле искусства. То есть что можно было там сделать такого нового и интересного? Когда я пришел в музей, потолок протекает,
в музее абсолютно ничего современного нету, все старое. И деятельность музея была ограничена только проведением каких-то постоянных экспозиций и несколько выставок в году. Вот приходилось заниматься одновременно и хозяйственными делами, и еще и поднимать имидж музея на современном таком вот направлении. Ну, то есть сначала вы, естественно, с материальными проблемами столкнулись, и нужно было каким-то образом здание спасать и реставрировать. Благо, что вот Казахстан уже суверенное государство, независимое, и в Алмате было очень много иностранных посольств, аккредитованных в Казахстане. И вот в то же время и ЮНЕСКО, я вот обратился в ЮНЕСКО, чтобы как-то вот современным каким-то музейной технологии обучиться и вообще помочь. И они действительно помогли. И первый раз в музее появился компьютер, видеоаппаратура и так далее. Вот так мы начинали. Вот. Но потом надо было поднимать вот музей, чтобы действительно был музей-центром изобразительного искусства. Поэтому мы думали придумывать проекты новые. И вот родилась вот эта идея парад галерей. Да, почему, я помню, очень ругались. Да. Почему, как можно было осквернить музей таким безобразием, как какие-то перформансы. В музей приносили какие-то деревья, какие-то засохшие деревья, какие-то камни, и там складывали какие-то инсталляции. Это было все очень непонятно. Да, там даже во время экспозиции были действующие вот лица, которые в обнаженном виде. Вот это все дошло до министерства, и были очень крепкие разговоры с нами. Но это надо было пройти, это надо было выдержать, понимаете, потому что без этого вот развития, без этого познания какого-то чего-то нового не происходило бы в искусстве. Производите впечатление человека, склонного к традициям, академического склада. Насколько вы открыты новому? Вот для вас это что? Знаете, я вообще, действительно, вы правы, я сам вот традиционное искусство занимаюсь, и я реально пишу, реально рисую, и поэтому я особо думаю, что не отличаюсь от других художников, чтобы как-то это... Вот поэтому, а я смотрю на все остальное, это как метод, как путь развития. Понимаете, без этого никак нельзя. Если вот я такой, и мне вкусы такие, если я буду мерить все своим взглядом, своими какими-то вкусовыми делами, то это, я думаю, что это не был бы я директором музея, или мне надо было уходить тогда. Несмотря на то, что вы все время стоите у руля какого-нибудь образования, связанного с искусством, с изобразительным искусством, вы всегда преподаете. Чему вы учите ваших студентов? Для вас вот преподавание, что это значит? Почему вы не уходите от этой стези? Ну, да, я не хочу уходить, потому что, во-первых, в первую очередь, я думаю, что общение с молодыми людьми – это то же самое учеба и для меня. Понимаете, я думаю, что молодежь, она все время в авангарде, все время они первые узнают о каких-то новых тенденциях искусства, они что-то приходит им в голову, какие-то новые идеи. Вот это все мне дает возможность где-то, честно говоря, держаться на плаву. Понимаете, это очень важно. И это меня заставляет как-то еще работать над собой. Это очень главное, мне кажется. И все время приглашают, дают какие-то часы. И я думаю, что я еще, наверное, нужен кому-то. Вот. Наверное, настанет время, и тогда наверное, я уйду. Ну, будем надеяться, что этого долго не случится. А живопись все это время остается также по-прежнему с вами? Да, слава Богу, я иногда отвожу душу и хожу на этюды и что-то делаю. И все время мечтаю, когда же будет настоящее мое свободное время, я буду отдаваться такому искусству. Я боюсь, что это не настанет.
поэтому Байтурсун – это в честь Ахмед Байтурсунова. Когда я родился, это вот 46-й год, когда уже Ахмед Байтурсунова уже репрессировали, когда он, но народ его еще помнил. И вот тогда у нас был такой, ну, мне потом родители рассказывали, старик, ну, он образованный, продвинутый, он помнил, кто такой Байтурсунов, его знал, его деяния, его вот, заслуги перед народом. И вот он, в честь Ахмед Байтурсунов, меня назвал Байтурсуновым, правда, по фамилии его. Ну вот, я иногда чувствую, что это несет большую ответственность. Я вот говорю, когда я пришел в этот музей, думал, что в музее ну, нет какой-то такой живой особенной работы. Ну, повесил произведения, там экспонаты, выставки и сиди до следующей выставки. Но я глубоко ошибался, потому что в музее оказалось работы очень много. И причем иногда такой тяжелой работы, такой... Не в смысле физически, а в смысле разрешаемости, в смысле вот, особенной работы. Вот, во-первых, кто работает в музее? Это коллектив искусствоведов, это научные работники, это образованные, очень глубоко понимающие работники своего дела. Но они, как люди особенные, с ними надо особый подход иметь. С ними находить общий язык и находить вообще в этой искусстве какие-то консенсус, это очень сложно, потому что искусство не имеет каких-то формул, конкретно каких-то аксиом. Оно строится на чутье, на каких-то эмоциональных, интеллектуальных началах. Поэтому это очень сложно оказалось для меня. И вот, в первую очередь, это работа с коллективом. Вот. Во-вторых, произведения, которые здесь находятся, это национальное богатство, это вообще неоценимое вообще богатство. Это надо осознать, а когда осознаешь, когда это понимаешь, и становится страшно. Воруют, и воруют извне, вот. Кто-то покушается, и вообще... Их надо хранить, их надо консервировать, чтобы они... Для этого надо создать условия, для этого надо находить возможности, чтобы были такие условия. То есть масса таких вопросов, которые связаны и с технологией музейной, и это и наука, реставрация, допустим, музейных произведений. Поэтому вот этот музей настолько сложный организм, и не говоря уже о пропаганде этого искусства, о его, значит, осмыслении, теоретическое, научное осмысление, это еще другой вопрос. Представляете, вот потом сегодня музей, оно становится как бы вот культурным каким-то центром. То есть он должен работать не только вот по тем позициям, которые я насчитал, да, а надо еще и шире поставить вопрос о вообще в целом культурологии, которые должны витать вообще вокруг этого дела. Вот, поэтому тут еще арт-рынок сейчас напало на нас. Мы еще должны выживать. Музей сейчас называется казенным предприятием. Понимаете? Еще мы должны зарабатывать деньги. То есть вот это все дает вот настолько вообще сложное такое понятие музейного организма. Вот. И, конечно же, этим всем управлять это сложно. Байтурсын Умарбеков не мечтал стать художником. Думал, что музыка его призвание. Готовился поступать в консерваторию и представить себе не мог, что посвятит свою жизнь другой музе. Я думал, с меня получится музыкант. Я
в детстве играл на музыкальных инструментах, и потом как будто бы у меня обнаружилась голос, и я после окончания училища поступал в консерваторию. Вот. Но, правда, в консерватории был жуткий конкурс на, я помню сейчас, вот 9 мест по вокалу. На 9 мест было 47 человек. Я экзамены прошел, но по конкурсу не прошел. Потом куда деваться? И посмотрел я в вузах Алматы. И вот тогда это педагогический институт имени Абая, назывался сейчас Алматинский университет. Там, оказывается, есть факультет изобразительного искусства. Тогда, правда, назывался черчение, рисование. Я подался туда, потому что я и как бы еще и рисовал немножко. Ну, туда вот поступил, и пошло, и вот вышло все так. В институт поступил легко. Сказалась учеба в педучилище, где были прекрасные учителя. Они научили мальчишку, приехавшего из далекого села, не только профильным предметам. В общий курс входили пение и рисование. И это была судьба. Это просто, я не знаю, такое учебное заведение я сейчас не могу даже назвать. И столько было, большая была очень нагрузка на студентов. Но никто не жаловался, и все мы успевали. И это нам помогало, в общем-то, в будущем. Я когда еще потом поступил в вуз, педагогику, я почти не открывал книгу, можно сказать. Мне того было достаточно, что я получил в этом училище. Представляете? И поэтому я до сих пор помню, была вот по рисунку у нас преподаватель Татьяна Петровна. Вот это вот такая крепкая, очень строгая женщина учила нас рисовать. И вот того, что вот она нас научила, было достаточно, чтобы поступить в этот художественно-графический факультет. Тогда не требовалось этих работ, которые вы заранее приготовили, только экзамен. Экзамен рисунок, живопись, черчение. И вот эти экзамены мы, благодаря Татьяне Петровне, выдержали и поступили. Где-то в 3-м курсе нас уже как бы специализировали. Вот у кого склонности к восприятию цвета, например, те пошли в живопись, у кого развито чувство формы, объема, те пошли в скульптуру. Вот таким образом у нас была какая-то такая специализация. Ну и я вот по живописи защитился, и мне предложили потом остаться в вузе преподавать. Ну вот я остался там в фотографии и 10 лет проработал. Вот, потом направили, вот когда организовался театральный художественный институт, меня туда направили проректором по учебной научной работе. Мне пришлось возглавить как бы. Опять вот такая была работа тяжелая. Период работы в театрально-художественном для Байтурсына Умарбекова наиболее дорог. Это было интересное время, большой подъем. Команда, где он был в авангарде, создала в Казахстане новый вуз. Большинство современных казахстанских художников и его выпускники. Уже тогда, в 70-е, у него появилось стремление создать что-то новое, интересное, для всех. Это чувство владеет им и сегодня. Вот мне всю жизнь хочется что-то грандиозное построить. Наверное, я думаю, что я, в общем-то, в душе не живописец и не музыкант, а, наверное, архитектор. Вот мне хочется что-то такое построить своими руками. Вот это вот у меня ощущение всегда есть. Вот. Я думаю, что это вот то, что у меня сидит, вот то, что вы говорите, что вот что бы я делал, если бы мне еще возможность дали. Наверное, да, надо что-то построить. Это не от того, что я знаю, что все знаменитые правители в мире строили города. Нет, я не думаю, что надо обязательно город построить, но что-то такое построить для этого мира, для людей, чтобы это действительно было на благо, чтобы народ видел и ощущал от этого какое-то приятное, что-то полезное. Это, наверное, да, это, наверное, вот
я бы сделал. Но искусство, оно бы, наверное, осталось опять со мной. Я бы не поменял на что. Мы сейчас находимся в хранении живописи Казахстана. Конечно, хранение – это то место музея, где простой зритель просто не может увидеть. Это только специальным разрешением сюда попадают и смотрят. Это только научные сотрудники, ну, другие исследователи, художники. Я просто воспользуюсь своим служебным положением. Я вот нахожусь с вами здесь и показываю. Но, понимаете, хранение – это очень специфическое такое место в музее. Здесь картины должны храниться в очень определенных условиях. То есть это температурный режим, влажностный режим. Вот. Без этого произведения просто не могут храниться, не могут находиться в состоянии консервации. Поэтому здесь все проверяется, постоянно измерительные приборы здесь работают. И вот таким образом мы стараемся вот, произведение искусства донести, ну, до взора будущего поколения, что ли. Это вот самое главное, что музей вот должен, как бы, его функция, самая главная функция. Вот такая система, это щит, который с двух сторон закрепляется картины в вертикальном состоянии. Вот. Это самое удобное и самое правильное условие хранения произведения. То есть он не стоит на полу, он не наклонен, а вертикально вот висит. Вот. Это практика всех музеев мира. Ну, у одного, значит, это делают из металла, у другого из дерева, у кого-то там. Но вот система вот такая. В свое время наш музей был одним из самых передовых музеев Советского Союза, потому что наш музей был построен в 1976 году, введен в эксплуатацию. И вот это все, это было тогда самое-самое современное условие. Вот. Ну, с тех пор вот прошло уже около 30 лет. Следующий год нашего музея будет 70 лет вообще со дня основания. Музей был заложен в 1935 году на основе коллекции первой выставки художников Казахстана. И вот в то время Совет народных комиссаров издал постановление организовать на этой основе национальную галерею. И вот эта национальная галерея вот сегодня вырос вот в такой музей искусств, который вот, ну вот по словам наших гостей из-за рубежа, они говорят, в Центральной Азии мы, говорит, абсолютно не представляли, что есть такой музей. Вот. Ну, мы гордимся. Природная интеллигентность Байтурсына Умарбекова безмерна. Общение с ним наполняет ответной мягкостью и дружелюбием. Мы наблюдали его разговор с сотрудниками музея. Внимание и чуткость, желание понять. Таков он с каждым своим собеседником. Счастье, говорит Байтурсын Ежанович, это общение с хорошими людьми. И, конечно, счастье – это семья. Вот моя мама с моим младшим сыном. Так это вот семья. Вот 2 сына, жена и внучка. Внучка. Скажите о семье, вы счастливый человек?
Я думаю, да, потому что, слава богу, дети все уже взрослые. Вот, дочь у меня старшая, самая старшая, она замужем, у нее 3 детей, 3 внука таких сейчас растут. Вот. Сын вот старший тоже женат, вот, дочка, потом еще маленький сын. Вот младший, он уже, ему 20 лет, он учится, закончил 1-й курс нашей художественной академии. Да, пошел он по моим стопам. А старший сын, он закончил энергетический институт, сейчас в бизнесе там занимается. Вот. Жена преподает тоже в колледже, филолог. Так что я думаю, что в этом отношении нормально все. А как вы встретились с будущей супругой своей? А мы в одном вузе учились, как всегда бывает. Вот, учились, я учился вот, на художественно-графическом, но она попозже, значит, через 3 года, я уже был на 3-м курсе, она поступила. Ну, как всегда, смотришь уже 3-й курс, даже ты уже солидный мальчик. Да. И смотрю, там живая такая интересная. Думал, что будет хорошей женой. Самое главное, чтобы хорошо готовила. Ну и мои надежды оправдались, она хорошо готовит. Вот. Так что в этом отношении все нормально. В моей жизни действительно было очень много и разных людей. Ну вот я думаю, что, я еще раз повторяю, что я, наверное, действительно счастливый человек. То есть почти не было каких-то вот таких вот вредных, каких-то вот таких вот нехороших людей в моей жизни. В основном это были люди хорошие. Вот когда я работал в театрально-художественном институте, был такой, это первый профессиональный режиссер казах, Токпанов Оскар Токпанович. Вот он преподавал в театральном факультете. Это был вообще сложный человек. Он в характере был очень сложный, он резкий, он иногда позволял себе, ну, даже и не скажешь. Вот он, но зато это был тоже очень образованный человек. Он был, он ученик Сахновского. Вот он ставил один из первых Абая ставил в театре. Он воспитал множество актеров. Вот, например, Асан Алашимов, его ученик. Вот он мог поругаться с любым человеком, сказать что угодно, кому угодно. Но он со мной ни разу не вступал в конфликт. Мы всегда как-то встречались, говорили о деле, о каком-то на интересную тему, но никогда с ним у меня конфликта не было. И тоже я считаю своим учителем его, и он был великолепным вообще человеком, профессионалом своего дела. И он всегда болел за искусство. Он не терпел, он мог просто взорваться, если он видит что-то не так, что-то вот. Ну, это был такой человек, я думаю, редко рождается, и вот такого сейчас я вот другого не вижу, другого Токпанова, другого такого вот профессионала, театрала, к сожалению. Вот такие люди уходят из жизни, к сожалению. Ну, что поделаешь, я думаю, что это закон природы. И вот таких людей у меня было много в жизни. Вот. Хотелось бы еще таких встретить, чтобы как-то украсить жизнь на сегодня, вот что-то еще познать. Даже среди коллег, членов ученого совета Театрально-художественного института, нет единого отношения к выступлениям профессора Токпанова. Его речи задевают, бывает обижают, но никогда никого не оставляют равнодушными. Меткое слово «образ», неожиданный поворот в логике рассуждений всегда направлены на улучшение работы мастерских, кафедр всего института. Ведь Токпанов – один из основателей профессионально-театрального образования в Казахстане. Трудное надо сделать привычным, привычное надо сделать легким. Из легкого рождается красота.
предмет искусства. А когда человек пыжится, патологически старается, бледник, это не искусство, это чепуха. Человек должен ощущать, человек должен осознать свои поступки, свои деяния. То есть во всем человек должен давать оценку. Вот. Я понимаю, я обыкновенный человек, бывают у меня ошибки, бывают у меня какие-то недостатки. Я их преодолеваю иногда не удается. Вот. Понимаю, как надо с людьми строить отношения. Вот. Даю какие-то оценки своим действиям. Но вот полностью сказать, что я вот такой человек, я затрудняюсь. А есть какой-то второе я, какой-то внутренний голос? Да. А вы с ним в каких отношениях? Ну, бывает разногласия, но в основном в ладу. Что ты сделал? Вот. Для чего ты живешь? Вот. Понимаешь, конечно, это сложный вопрос. Ну и думаю, что надо отвечать на эти вопросы. И, по крайней мере, стараться быть ближе к тем ответам, которые ты, в общем-то, задумываешь. Поэтому смысл жизни, оно должно быть для человека самым важным, самым главным. Вот. Конечно, время летит неумолимо, и эта жизнь протекает независимо от тебя. Поэтому в этой жизни что-то вот такое сделать, что-то вот такое оставить след, это, наверное, удел каждого здравомыслящего человека. Поэтому это для меня важно. В людях я прежде всего ценю порядочность. Вот не люблю предателей, не люблю, которые обманывают. Вот. Во всем. Вот ты будь любым ты человеком, должен быть порядочным. Сказал, сделал. Вот. И, конечно же, я ценю, когда все строится на добрых началах, на добрых отношениях. Вот. Это, наверное, важно, потому что наша вообще жизнь, наше движение вперед, в развитии всегда идет какое-то вот такое напряжение, жесткость. Это наблюдается вот в обществе, в отношениях людей. Вот. Поэтому быть добрее и строить взаимоотношения вот на хорошем, я думаю, что это прежде всего. Вот казахи говорят, «Жылы-жылы сөйлесең, жылан іннен шығады» дейді. Если ты будешь говорить теплыми словами, какими-то ласковыми, то даже змея может выйти из норы и уйти от тебя. То есть надо строить такое отношение, независимо разной ситуации. И оно, я думаю, обязательно приведет к хорошему, к добру.